Этнопарк «Бызовая», который располагается в Печорском районе, в этом году стал победителем в конкурсе проектов «Народный бюджет». В результате появилась возможность получить субсидию размером 281 тысяча рублей от Министерства национальной политики. Они были направлены на реализацию проекта «Избушка бабы Йомы». Побывал там и Северин Арпа. Каждый день эта необычная старушка выходит в лес, чтобы собрать очередную порцию трав и кореньев для своих магических напитков. Ими она потом почует заезжих гостей. С недавних пор у бабы Йомы появилась собственная жилплощадь. Избушка построена одной из печорских строительных компаний на 9 пнях с крышей из дранки. Вот ее новый домик. Не всем так везет, а вот у нее свой новый домик. Есть кто? Что такое? Ой. Здравствуй, бабушка, здравствуй. Здравствуйте. Как дела? Чем ты занималась сейчас? Уборка. Мне только избу поставили. Рядом с избой 3 деревянные статуи. Одна изображает саму хозяйку, 2 другие – медведя и зайца. Это результат еще одной победы этнопарка в конкурсном отборе Министерства культуры, туризма и архивного дела республики. Размер гранта на создание арт-объектов – 100 тысяч рублей. В дальнейшем планируется, что таких жителей этнопарка станет больше. А пока Йома-баба с удовольствием принимает гостей возле своего нового дома, который еще предстоит обжить. Все, теперь родители. Мы принимаем готовые группы, чаще всего это детские группы. И гости приезжают и участвуют в программах именно с нашей героиней, бабой Йомой. Будет ли этот проект дальше развиваться? Да, на следующий год у нас запланирован ряд мероприятий. Начнется он с открытия официального избушки бабы Йомы и продолжится другими мероприятиями. В том числе мы отметим день рождения бабы Йомы и другие программы. Сам этнокультурный парк «Бызовая» начал работу 5 лет назад. Сегодня это популярное место активного отдыха на природе не только у печорцев, но и у гостей из других регионов. Ведь оно еще и отправная точка для тех, кто любит совершать снегоходные туры на Урал, в частности на Саблинский хребет, который хорошо виден отсюда в ясную погоду. Северин Арпа, Дмитрий Ведерников, Роман Боровиков, Печорский район.